Крымский, тоже могут поступить вопросы. Коллеги, у нас ведется аудиозапись и будет вести стенограмма. Соответственно, я прошу, чтобы вы перед тем, как задать вопросы или выступить, представились. Пожалуйста. У меня вопрос к Алексею Александровичу. Да? Вы в своем докладе упомянули о повышении заработной платы целевых категорий, которые уже указаны в указе президента Российской Федерации и так далее. Да? А почему? Ведь самые бедные у нас это те, у кого низкая зарплата. В нашей республике это категория работников сельского и лесного хозяйства, вот сколько пожаров сейчас идет и так далее. Вопросы экологии очень острые. Охота, рыболовство и сферы также рыболовство и рыбоводство. И нельзя ли, вот когда у нас будет принят указ, можно ли подготовить указ главы республики о повышении заработной платы региональных целевых категорий, вот из низкооплачиваемых, которых я назвала. Региональные целевые категории о повышении заработной платы. Это первый вопрос. И второе, почему, это может быть риторический такой вопрос, да, но почему, будучи такой богатой нашей республикой, да, а наши соседи, допустим, да, почему в числе в позорном списке наряду с Тывой, Алтай, Калмыкия по бедности, рядом живущие Чукотка и, скажем, там Ямало-Ненецкий округ, северные регионы, да, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономный округ, Магадан, и, конечно, не считая Москву, где уровень бедности Санкт-Петербург, Татарстан, 7 целых чуть повыше, да, почему у нас так. И третий вопрос, последний, потому что вопросов будет очень много, я хотела задать по категориям, значит, по зонированию. Мы готовим, депутаты, сейчас новый закон, да, по потребительской корзине, да, а в Российской Федерации мы знаем 54-е постановление правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года, где учитывается полный учет региональных особенностей Республики Саха, вообще все регионы, да, и почему-то наша республика отнесена первой, это северная часть, да, и третьей зоне. И нам нужно ли вести работу, я считаю, что нужно, что кроме северной части республики была отнесена ко второй зоне, первой и ко второй. Почему мы в первой и третьей зоне относимся? Спасибо за вопрос. По порядку. В отношении повышения фонда оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики. Прежде всего отметить, что государство несет ответственность как раз-таки за эту категорию работников. То, что касается работников, которые имеют невысокие доходы и невысокую заработную плату в производственном секторе, то это должно решаться руководителями самих предприятий. У нас есть и федеральные законы, и региональные законы по увеличению минимального размера оплаты труда, и, соответственно, все предприятия, которые работают на территории Республики, должны платить заработную плату ниже этого уровня. Поэтому это вопрос в большей степени к самим руководителям действующих субъектов. На второй вопрос в отношении, почему у нас высокий уровень бедного населения, я уже в своем выступлении отметил, что это прежде всего связано с высоким коэффициентом семейности. У нас по итогам 2018 года 2,9, при среднем показателе по стране 2,6, и те регионы с большим количеством бедных семей, это как раз таки регионы, где высокая рождаемость. И, соответственно, этот фактор является определяющим при формировании того объема бедного населения, которое есть в том или ином субъекте. Теперь третий вопрос, то, что касается пересмотра потребительской корзины, то в наших планах в 2020 году провести
том числе и в погоне, конечно, да. Мы уже будем ссылаться на объективные факторы, которые они есть, и объективные условия жизни, которые сегодня существуют. Эта работа мы в 2020 году планируем провести. Виктор Николаевич, пожалуйста. Коллеги, я прошу вас быть покороче. Вопрос. Спасибо, Петр Ильич. Ну, прежде всего, вот вопрос. Вера Николаевна на трибуне находится, но я вопрос. Я, конечно, удивлен вот вашей информацией, как человека науки. Уж наука должна быть беспристрастна, значит, в оценке, не политизирована все-таки. Ну, это не всегда в жизни было. Вы даже начали свое выступление «Бедный быть всегда». Очень странно слушать это от профессора. Да. Бедный быть всегда. То есть, ну, да, были и будут дальше будут. И вот все-таки почему вы, ну, скажем, не затронули вопрос до 90-го года, вопрос советского образа, да, советский. Вы же понимаете, что вот эти цифры, которые мы сегодня услышали, и там добавить, и там что-то сделать, но вы не коснулись, что смысл-то в том, что расходы же растут, социальная гарантия уменьшена. Ну смотрите, жаление, что... Игорь Николаевич, у вас вопрос или вопрос, да, почему наука так? Вот вопрос. Или же вы это специально ушли от этих вопросов? Ну социальные же гарантии снизились на десятки раз. Транспортная доступность ее нет. Коммунальные услуги растут. Жилье платное, образование платное, здравоохранение платное. Вы как на это? Вы изучаете эти вопросы или же вы голос повышаете, чтобы что-то изменить? Почему вы не сравниваете ситуацию, опыт стран и так далее? Там, Канаду приводите и так далее. Советский образ жизни, наглядный пример. Решение вопросов, значит, социального равенства. А сегодня социальное неравенство как главный критерий того, чтобы бедных много. Пожалуйста. И вопрос Алексею Алексеевичу я задам. Ну, да, спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, мы сейчас просто живем в совершенно другой социальной системе, в рыночной экономике. Безусловно, очень многие опрошенные нами люди, они ностальгировали о Советском Союзе. Почему? Потому что тогда была работа, были совхозы. Ну, как бы совхоз не работал, а люди зарплату получали. Все было нормально. Но вот вы понимаете, ну сейчас же другая совершенно обстановка. Государство не имеет ресурсов для того, чтобы содержать совхозы, как это было при советской власти. Увы, и к сожалению. Единственное, безусловно, ну вот исторический экскурс хорошо, но я, вы понимаете, мне 50 лет, я тоже, знаете, жила при советской власти, я ее очень хорошо помню. Знаете, возвращаться не хочу. Потому что, как бы, ну да, научные сотрудники жили нормально, но как-то так все мы были одинаково бедными. Вот. Но, безусловно, я бы хотела сказать, что ни в одной стране мира в настоящее время для того, нет такого, может быть, неравенство достаточно большое. Почему? Потому что у нас плоская шкала налогообложения. Об этом тоже говорили господин. Когда люди, зарабатывающие хорошо, в силу своих личных способностей, хорошего образования, рождения в благополучной семье и так далее, когда они будут платить больше, и эти деньги посредством бюджетной системы будут распределяться в сторону бедных, вот тогда у нас будет выравнивание социального неравенства. Но Республика Саха-Якутия ничего в этом плане сделать не может. Эти вопросы обсуждаются в настоящее время, ставятся, по крайней мере, о внедрении прогрессивной шкалы налогообложения. И все мы с вами тоже, конечно, пострадаем, если она будет, но самые депривированные слои населения тогда будут жить немножко больше получить. Спасибо. Жаль, что вы пропагандируете капиталистический образ жизни. Алексей Алексеевич, вопрос. Алексей Алексеевич, но вы же не системно заложили столько цифр разных, да, мы услышали. И в то же время в 2024 году на 10% снизится бедность. На 10%. А почему так получается? Потому что от главных вопросов вы уходите. Вы же понимаете, прожиточный минимум 17 тысяч рублей как 3-4 раза ниже, чем расходы реальные у нас в республике. Он должен быть. Почему вы не ставите вопрос, что его нужно повышать? Ну, 25 тысяч прожиточный минимум должен. Сегодня Государственная Дума туда вносить предложение. А вообще-то с коэффициентами надбавки он до 50 тысяч должен выходить. Почему вы ушли от вопроса неоднократно, ну,
поднимается вопрос, чтобы определять минимальный, ввести закон на минимальный потребительский бюджет. Назовите цифру, вот минимальный потребительский бюджет в нашей республике по вашей оценке. И вы спокойно говорите о том, что 25% особо нуждающихся проживает в арктической зоне. И тоже так говорят спокойно. Потребительский бюджет, назовите какая цифра, и почему вы считаете, ну, не ставите вопрос о повышении прожиточного минимума населения? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, прежде всего я, вот, отвечая на вопрос первый, говорил о том, что в 2020 году мы планируем провести эту работу и пересмотреть размер потребительских комиссий. И вот она как раз таки направлена на уточнение показателей и приведение в соответствие с реальными жизнями. Что касается размера прожиточного минимума, то по итогам 2018 года у нас, как я в своем докладе отразил, составлял 16 511 рублей, и за первое полугодие текущего года оно уже составляет 17 126 рублей. Это показатель он рассчитывается, исходя из того постановления правительства Российской Федерации, которое как раз таки формирует эту потребительскую корзину. И просто так принять решение, значит, не проводя соответствующим образом научного обоснования этого размера потребительской корзины, мы принимать такие решения не можем. Поэтому, как я уже говорил, еще раз повторюсь, в 2020 году такую работу мы проведем, и, соответственно, при формировании бюджета на 2021 год она уже будет уточненный размер потребительской корзины и, соответственно, уточненный размер прожиточного минимума. Вы сейчас назовите вообще, ну какой? Вы назовите? Я сказал прожиточный минимум. Нет, потребительский бюджет назовите. Вы профсоюз независимый, но называют цифру 36 тысяч рублей потребителей. Это в целом по России. А у нас было, ну назовите цифру хотя бы. Ну то есть вы не знаете, да, не считаете. Мы не делали таких... Так, коллеги, давайте не превращайте по... Так, пожалуйста, Алена Николаевна. Коллеги, у меня три вопроса. Первый вопрос, конечно, вот касается того, что по выступлению вот, сказали, что траты семьи, прежде всего, это, конечно, питание, а потом идет на квартплату. Получается так, что с 1 января 2015 года введена новая коммунальная услуга, начиная коммунальными отходами. Размер оплаты данной услуги напрямую зависит от количества граждан, регистрируемых в области. Конечно, это ударяет по карману многодетной семьи. Конечно, вот хотелось бы услышать мнение правительства, поскольку ряд вопросов, которые мы ставили, уже прорабатывается, как я услышала с доклада заместителя председателя правительства, да, и вот по рекомендациям круглого стола на тему о мерах по социальной поддержке многодетной семьи от 28 марта 2019 года Комитет по делам семьи и детства отправлял рекомендации, где вот есть пункт компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%, в том числе с учетом возможности предоставления многодетной семье субсидий на оплату жилого помещения коммунальных услуг, либо компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% по выбору многодетной семьи. Но как мы знаем, то, что у нас действует, конечно, обращено на малоимущие, на малообеспеченные семьи. И зачастую бывает так, что у семьи многодетной не хватает, чтобы получить вот этот статус буквально там 200-500 рублей. Соответственно, они сводят концы концами. Но с учетом того, что все-таки вот это существенная трата, какая работа сейчас правительство проводится по этой части, пожалуйста? Прежде всего, я хотел бы отметить, что глава республики Якутия принял решение о снижении ставки тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Это существенное снижение, и перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это первое. Второе, в отношении предложения о применении льготной ставки по данному тарифу для семей, имеющих 4 и более детей, хотел бы отметить, что в нашем регионе уже действует система адресной социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для всех граждан республики
и в том числе многодетных семей, которые имеют невысокие доходы. И ставка у нас там колеблется для многодетных семей от 5 и более детей от 10%, не более 10% совокупного дохода семьи, и, соответственно, другие многодетные семьи, в том числе 3 и более детей, не более 15% от совокупного дохода семьи. И вы видели о том, что по итогам 2018 года расходы малоимущей семьи на оплату ЖКУ не превышают чуть выше 12%. Это, в общем-то, самый наименьший показатель в Российской Федерации, потому что совокупная доля расходов от льготных тарифов и, соответственно, экономически обоснованных тарифов в среднем по региону составляет по итогам первого полугодия текущего года 27,8%. Также один из самых низких показателей в стране. В этой связи мы не планируем применение каких-то то ни было дополнительных мер социальной поддержки, предлагаем воспользоваться тем инструментарием, который сегодня существует. Это инструментарий более выгодный для многодетных семей, и они могут этим воспользоваться. И мы принимаем меры для того, чтобы все люди и граждане, имеющие невысокие доходы, могли бы воспользоваться этим социальным инструментарием через агентство поддержки, и часть этих услуг, вернее, эта услуга в том числе будет оказываться и через центры «Мои документы», многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг. И считаем, что эта мера более чем достаточная, в том числе и для многодетных семей. Следующий вопрос, тоже я вам адресую, уважаемый Алексей Александрович, это касается вашего выступления, то, что сейчас вы прорабатываете для практически межулустной перевозки именно субсидированные тарифы. Скажите, пожалуйста, какие сроки и в каком до следующего года это будет работать, или же это только на стадии планов, разработок? Мы полагаем, что эта мера будет работать начиная с января 2020 года, и, соответственно, готовим эти предложения при формировании бюджета на этот год и плановый период 2021-2022 года. Соответственно, это с республиканского бюджета или с увеличением федеральных средств? Это, по крайней мере, на 2020 год мы планируем за счет средств государственного бюджета республики, но при этом вы знаете о том, что есть поручение главы государства, о том, чтобы и внутри устной перевозки, внутри территориальной перевозки субсидировать из федерального бюджета. Поэтому, возможно, эта мера заработает на федеральном уровне 2021 года. А на 2020 год мы планируем эту меру осуществить за счет средств государственного бюджета. Да, третий вопрос. Да. Юлия Николаевна, в своем выступлении, конечно, исследования ваши и на слух, хотелось бы более подробно изучить, не только со слайдов, но и весь инструментарий посмотреть, работу, которую вы проделали. Это касается УРУСов, связи УРУСов. Вы сказали, что ожидания населения, что ожидает население, да? Вы сказали, что ждут социальный контракт и двойной материнский капитал. Как мы знаем, что двойной материнский капитал уже перестал работать, то есть он уже не работает. Соответственно, может быть, по результатам ваших исследований, наверное, я адресую этот вопрос министру труда и соцзащиты Елене Александровне Волковой. Да? Как вы вообще планируете, что дальше какой-то анализ проведет, что насколько реально продолжить работу этой меры поддержки, потому что действительно люди спрашивали, почему он прекратил работу, и, соответственно, тоже ожидают продолжения. Пожалуйста. По двойному материнскому капиталу, да, действительно, сегодня такая мера социальной поддержки в пилотном режиме, она уже сегодня по срокам завершила свое действие. Вместе с этим семьи, которые получили право, они могут воспользоваться ею до 2023 года. Как вы знаете, тысячи семей уже воспользовались таким правом по состоянию на сегодняшний момент. Мы провели анализ, провели социологического исследования по эффективности данной меры поддержки, в общем-то, и рассмотрены на уровне